Шумбратада, кельгама ялгат. Здравствуйте, дорогие друзья! Погода радует нас морозными днями и снегом, а школа мордовских языков снова открывает свои двери для всех любознательных ребят, стремящихся познавать новое и изучать языки. Я Лиза и мой стремящийся к знаниям помощник Куйгарыш. Приветствуем вас на сегодняшнем уроке макшанского языка. Шумбрат, Лиза, шумбрат ады ялгат. Куйгарыш, подскажешь ребятам, какой теме посвящен наш сегодняшний урок? Конечно. Друзья, послушайте стихотворение, которое я подготовил, и угадайте, о чем мы сегодня будем говорить. Вдруг на елку прилетела стая снегирей. Елка сразу заолела от живых огней. На ее мохнатых ветках вместо мишуры инея сребрится сетка, снежные шары. А венец, звезда сияет, чудо из чудес. Рождество, друзья, встречает первозданный лес. Ребята, я думаю, вы все правильно поняли, ведь в этом стихотворении говорится о замечательных зимних праздниках, Новом Годе и Рождестве. И на нашем уроке мы узнаем новые слова и выражения на макшанском языке, которые помогут их описать. Итак, тема нашего занятия от кизась и роштвась. Новый год и Рождество. Ребята, празднование Нового года имеет очень интересную историю. Древние жители Руси отмечали наступление Нового года после долгой морозной зимы, 1 марта. Позже его начали отмечать в начале осени, 1 сентября, когда завершались все основные полевые и огородные работы. Окончательную же современную дату празднования утвердил Петр I в начале XVIII века, а именно в 1700 году. Помимо Нового года, с приходом зимы 7 января мы отмечаем православный праздник Рождества, посвященный долгожданному событию в жизни всего мира – рождению Иисуса Христа. Друзья, составим с вами вместе предложения на макшанском языке, в которых говорится об этих знаменательных датах. От кизась тяжксни январь ковань 86. Новый год отмечается 1 января. Роштвась тяжксни январь ковань 76. Рождество отмечается 7 января. Молодцы, ребята! А теперь скажите, какие ассоциации вызывает у вас Новый год и Рождество? Конечно, это праздник, снег, мороз, елочка, подарки и многое-многое другое. Друзья, назовем слова и выражения, раскрывающие сущность зимних праздников на макшанском языке. Ила – праздник, праздник. Куз – елка, лов – снег. Пича – сосна. Клянтин-шар – стеклянный шар. Тяжте – звезда. Якшама – мороз. Молодцы! Наверное, одним из самых узнаваемых символов Нового года и Рождества является звезда, украшающая макушку ели. Она символизирует Вифлеемскую звезду, которая, согласно библейской истории, привела 3 царей или мудрецов к младенцу Иисусу. Звезда также является небесным знаком давно исполнившегося пророчества и светлой надежды для человечества. А кто из вас может охарактеризовать, какая она, звезда? Куйгарыш, поможешь описать нам данное понятие словами-признаками? Ребята, повторяйте за мной. Акша – белая, валда – яркая, шобдавань – утренняя, палы – сияющая, пиндалды – сверкающая. Молодцы, ребята! Елка по-макшански, куз, также является символом Нового года и Рождества. Лишь эта зеленая красавица, в отличие от других деревьев, круглогодично остается в своем изумрудном наряде, надевая сверху белоснежную накидку. Опишем ее на макшанском языке. Мазы – нарядная, от кизань – новогодняя, пижа – зеленая, роштувань – рождественская, сэри – высокая. Молодцы, друзья!
В новогоднюю ночь принято кружиться вокруг елочки, обмениваться поздравлениями и, конечно, подарками. Наверное, Новый год и Рождество – это самые любимые всеми праздниками, потому что они ассоциируются еще с отдыхом и каникулами. Составим предложение на макшанском языке, в которых говорится об этих замечательных праздниках. Слушайте внимательно. От киза щороштвась, сембада кельгама и латня. Синь пара мяльца учсась кода шабатня, станя и очуфня. Новый год и Рождество – самые любимые праздники. Их с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. Молодцы, друзья! Вы славно сегодня потрудились. Однако наш урок уже подошел к концу. Нам с вами было хорошо. Надеюсь, и вам с нами было не скучно. Мы будем рады, если вы продолжите знакомство с удивительным миром макшанского языка в нашей школе мордовских языков. В заключении нашего занятия нам хотелось бы снова вернуться к теме нашего урока и поздравить вас с Новым годом и Рождеством на макшанском языке и пожелать вам здоровья, счастья и успехов. От кизать и роштовать мархты, кельгама ялгат, арситяма тень шумбраши, павас и от сатвкст. Няямазын, уледа, шумбрат. До свидания, будьте здоровы!